Мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Не секрет, что в городе Якутске одна из важнейших тем среди населения – это, конечно же, дороги. И сегодня мы посвятим этому наш выпуск. Здесь мы сейчас находимся на улице Макаренко, где в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» укладывается достаточно необычное такое дорожное покрытие – это плиты. Почему было решено положить плиты и вообще специфику укладки плит, сегодня мы разберем в этой программе, но я себя испытаю тоже в роли дорожного рабочего. И сегодня я испытаю себя в роли дорожного рабочего в рамках нашей программы. Познакомьтесь, Джулустан Тартакынов, начальник участка. Джулустан, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про этот объект и почему именно плиты. Объект ремонт улицы Макаренко. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» протяженность участка 443 метра. Получается, изначально по проекту было асфальтное покрытие. Сейчас в связи с тем, что модуль упругости земляного полотна не отвечает, точнее слабые грунты были. Вот все знаем, что в городе Исайсарах, в основном на болото. Город в болоте стоит и построено полностью в болоте, поэтому в связи с этим после замены грунта модуль упругости она не идет. И совместно с заказчиками было принято решение укладывать плиты ПДН 14 сантиметров толщиной. И плиты сейчас на данном участке полностью, практически заканчиваем. 280 штук плит уже уложено на этом объекте. И вы сейчас будете помощником мастера дорожного. И сейчас для безопасности я выдам жилет. Вот дорожный жилет вам выдам и подарю, получается. Хорошо. И обезопасим себя, чтобы с техникой безопасности, чтобы было все ровно. Спасибо. Друзья, давайте сейчас начнем. Сейчас мне выдадут жилет светоотражающий. Ну и, конечно, я думаю, действительно, когда такой подвижный, мягкий грунт, особенно в наших условиях, ни для кого не секрет, что бывает так, что кладется дорожное покрытие, и буквально через некоторое время, через год-два, начинает асфальт плавать. Видимо, из-за этого здесь и было принято решение уложить такие большие бетонные плиты. И в целом я еще слышал про такие еще советского времени, то есть дороги строили тоже с помощью плит, и такие плиты достаточно длительное время показывают себя с очень хорошей стороны. Я думаю, еще о нюансах нам расскажут в процессе программы. А сейчас уже мне несут жилет светоотражающий, и мы приступим непосредственно к практике. Так. Ага. О. Так. Ага. Капюшон. В капюшон залез. Да. Все? Все. Так, что? И сейчас приступаем к установке плит. И сейчас мастер расскажет и покажет, как проект занесен прибор. Раньше приборы они пользовались нивелиром, теодолитом, тахиометром. Сейчас пользуются 3D-системой, топкон получается. То есть, для наших телезрителей, наверное, вы часто видели, все, наверное, знают, что такое теодолит. Это, то есть, с одной стороны стоит человек с шестом смерным, с рейкой, а с другой стороны с прибором, который показывает, соответственно, уровни и разметку. И сейчас новые технологии, не новые технологии, а, скажем, она работает по всему городу, по этому прибору работают. Итак, знакомимся, наш следующий герой Артур Павлов, дорожный помощник мастера. Да, помощник мастера. Да, Артур, расскажи, пожалуйста, про тот прибор, который у тебя находится сейчас в руках. Это геодезический спутниковый прибор, показывает, тут проект есть.
проектанты используют. Давайте покажем нашим зрителям, да, вот обратите внимание, здесь такой вот жидкокристаллический кран. И я как понимаю, это разметка дорожная, да? Да. То есть сейчас теодолит, как бы он в данном случае не нужен. Здесь все с точностью, с какой точностью? Да. Ну, есть. С высокой точностью, да? Да, высокая точность. Ага. Ну, по 2-1 сантиметр разница есть. Все. Да. 1 сантиметр, 2 сантиметра. Ага. То есть, в принципе, для того, чтобы проложить правильно дорогу и все разметить, этого достаточно. Да. Хорошо, наш план действий, что мы будем делать? Сейчас мы тут разбивку поставим. Ага. Так, По прибору посмотрим, то у нас ширина 6 метров. длина? Да. 6 метров. Ширина. Ширина 6 дороги 6 метров. Ага. У нас плитка длиной 6 метров. Давай попробуй, ты покажи сначала, как это делается, а потом я под твоим присмотром это попробую сделать. Так, ставим на угол, да? Да. Ну, сейчас посмотрим ширину дороги. Ага. 3 метра показывает. Берем точку. Ага. Вот смотрим, правая линия дороги. Показывает 3 метра. Угу. Сейчас разбивку поставим. Примерно у нас 6 метров. Ага. 6 метров. Так. Ну, тут обратите внимание, это какой-то гигантский уровень. Так. Как называется? Про него мы, наверное, еще тоже поговорим. Сейчас мы узнаем, Ага, вот здесь. внимательно следим за Артуром. Вот сейчас разбивку поставим. Один. Так, это надо колышек, да? Вот скотч и... Где взять скотч, кувалду, да? Да. Так. Угу. Так, и Ага, вот здесь набиваем. вот в это, да? Да. Так, серьезно тут. Серьезно? Достаточно. Нормально, да? Я думал, Ну, нужно. примерно что стояло. Ага. Так, теперь Сейчас веревку берем. веревочку. Так, сейчас возьмем веревку. И там тоже забиваем. Так. Также до этой, да? Высоты или выше? Надо посильнее тогда. Ага. Пониже? Вот здесь, да? Ага. Так. Метра, да? Ага. Так, завязываем. Да, здесь. Вот здесь, да? Ага. То есть данный прибор еще показывает Высоту. уровень, да? Высоту. Так, что ее как оторвать надо? Ножницы ломаем. Кепка затяните, чтобы временно стоял. Натяг нормальный, да? Или сильнее? Сойдет. Сойдет, да? Так. Угу. Так, а скотч для чего? Он не нужен? Нет. Просто рядом с кувалдой лежал скотч, я думал, там какой-то технологический вариант. Так, и теперь что делается? Расчищается дорога, да? Сейчас уровень посмотрим. Угу. Тут у нас наклон
если что. А, для того, чтобы Да, вода стекала, вода да? тут, лоток будет. Ага, ага. Так. Так, кувалду пока отложу, да? То есть вот этим, с помощью этого уровня еще определяется Наклон. наклон самой плиты для того, чтобы вода стекала в лотки для водоотведения. В итоге, если у нас тут 3 плиты, соответственно, одна лежит горизонтально, да, а 2 немножко с наклоном. Нет, все наклон идет. А, все Правую наклон в одну сторону, в правую. А, все, понял. Чтобы вся вода стекла. Ага. Да, сейчас у нас уже начинает работать сам кран, поднимает плиту, да, и Сейчас, после как разбивку натянули, веревки натянули, начинается укладка плит. Она толщиной 14 сантиметров, как я говорил. И ну вот где разбивку сделали, вот сейчас только что Руслан как показал вам, как сделать, что сделать. И на это место сейчас укладываем плиту. Тут в городе очень стесненно и очень сложно вот такому большому крану. И да, вот кстати. плита 4-тонная, маленький манипулятор его не берет, эскаватор тоже не берет. Поэтому мы вынуждены вот большим краном работать. И получается у нас вот сети связи, электричество. Очень опасная работа, по идее, вот для крановщика, для мастера, который рядом тут стоящимся. Ну вот, несмотря на это, сейчас мы вот положили 180 метров, и вот нам осталось примерно 200 метров еще. Ага. Да, друзья, обратите внимание, здесь, как видите, вот там уже с той стороны уложены плиты, а там вот очень много-много проводов. Но Действительно, работа крановщика здесь очень ответственная. вот такие моменты бывают, что вот где, когда складируем, она прилипает. Это вот. нижняя плита Да, лежала на земле, да? Да, да. Примерзла. С этой недели вот начинается уже прям, ну, заморозки. Хорошо тем, что вот когда, если не асфальт, то можно и вот на такой погоде можно уложить плиты. Ну да, да, уже. Главное, песок должен быть рыхлым и все. Испытано на себе. Да, действительно, кран, как видим, серьезный. Да. И вот все эти трасса по этому с технадзора вот, все эти прошли, получается. То есть это, ну как, забыл это слово, госстандарт, Да, ну, да. Требования. требования. Требованиям все отвечают, и этот, техосмотр, точнее, имеется в виду, прошли вот эти. То есть на разрыв и Да, так да, далее. да. Но в итоге получается по тонне на каждую стропу На идет. каждую стропу идет. ага. Так, С этой стороны можно чуть-чуть Помочь, да? Да, Ага. чтобы она вот, ровно по разбивке она шла. Не, надо еще сюда, да? Так. На самом деле вот это самая муторная работа, которая сейчас будем выравнивать его еще и в отметку положить. И под ним уклон должны добиться, и стыковаться с той стороны, с этой стороны все правильно должно быть. Если вот тут ошибемся на миллиметр, на той стороне она будет метром. Ага, то есть Поэтому все должно в миллиметрах рассчитано. все должно быть четко. Нормально с той стороны? Ага.
чуть-чуть подними. Так, тут уже... Чуть-чуть прижать надо, Действительно. чтобы потом на той стороне этот... Вот, Отодвинуть, да, немного? да. Там чуть не срослось. Ну, действительно, это, казалось бы, положить плиту, но столько нюансов. Сейчас еще будут какие-то работы, да, проводиться с этой плитой? Да, вот с этой плитой сейчас вот вторую укладывается, и потом ее, где в местах вот, крепления, там будем свариваться между собой. Поэтому она будет одна цельная плита, получается. Между собой она сваривается и заливается вот стыки. Сейчас у нас, ну, вот там дальше сварщик занимается вот сварочной работой. Ага. И вот после этого уже бетоном все замажем. То есть вот его этой заливаем. дырки не будет, да? То есть Да, вот этой дырки не будет, и она Ага. сплошная, вот такая дорога будет. все заливается. Да, все заливается, Ага. и плитой остается вот так. Сейчас вот вторую плиту положат, Мгм. и потом его уклон проверим, посмотрим, как она в допуске, не допуске. Ага. В случае, если, например, она легла не так, то что Так, происходит потом? Поднимается Поднимается? заново, и лопатер работает лопатой, и выравнивает и Ага. обратно ложит. Ну это... И сейчас мы иногда бывает так, что работаем так, все плиты ложим, потом после этого, ну когда плит у нас достаточно, Мгм. на сегодняшний день у нас отгрузка плит не произошла, поэтому вот у нас пока на сегодняшний день только 2 плиты, Ага. ну осталось доложить и все. Ага. То есть И остальные завтрашнего еще дня, подвезут. да, будем ложить и просто положим, потом после этого подравниваем. Потом А, вот это уже другая бригада будет, которая вот за этим краном, второй кран идет и подравнивает чисто ровность. Потому что Мгм. По всем стыкам она должна быть ровно с этой стороны. То есть сейчас это такая черновая, можно сказать, да, немного Нет, работа? мы сейчас чистовую делаем, вот эти 2 плит чистовую будем Ага, делать. ага. А так, когда плит много, чтобы людей, чтобы не задерживать, мы обычно вот так идем, Выкладывается. Ага. ложим. Все, понял. Друзья, да, сейчас, ну, в целом, я вот зрителям уже сказал, что вот еще в советское время, да, было как Да. очень часто использовались именно такие дороги. То есть они быстро укладываются и достаточно долговечные. Да, и можем уже сейчас наблюдать вот такой момент по улице, где есть старые. Когда мы работаем, замену грунта делаем, и там тоже вот так плиты под землей, вот на Мгм. 30-40 сантиметров от земли, Мгм. когда замену делаем, вот встречаемся вот такие плиты. И они там лежат, ничего. Ровно. Да, целые. Вот То есть так они вот еще стоят. помогают держать дорогу, да? Да. Находясь под землей. Мгм. Ага. Получается так. Ну, провода, да? Да, Все прямо. притык. Ага. Но это у нас был недавно выпуск по... Это, по-моему, провода связи. Да. Это не электрические, да? Ростелекомовские. Это не электричество. Друзья, вот как раз тот пример, когда действительно вот работа с краном в условиях, где много проводов. Ну, вот у нас снимали выпуск про оптоволоконные сети, про сети связи. И вот как раз таки там немножко, кстати, мастера, вот кто именно по оптоволокну, они говорят, вот мы с дорожниками, говорит, всегда немножко воюем, потому Да, что есть такое. где идет работа, там обычно большой риск того, что ну, могут там надрыв Да, кабеля да, или да, еще да, что-то. да. Но вот здесь видим, как все в принципе аккуратно. И вот это, видимо, так как эти провода висят ниже проводов электропередач, значит это линия связи. Скорее всего интернет может, ну или еще что-то.
А вообще вот вы также сотрудничаете, да, например, Да, у нас есть в проекте, иногда бывает предусмотрено, что вынос старых опор освещения, мы всегда, у нас в проекте есть такое, что это освещение, ну, безопасные качественные дороги, она всегда включает освещение, ну вот этот в комплексе. Полностью в комплексе безопасные должны дать. Поэтому в опорах освещения в основном вот эти кабеля висят, и мы их по проекту иногда переустраиваем. То есть Да. небольшие корректировки происходят. И поэтому мы с ними совместно работаем. Бывает, что вот подрыв кабеля, поэтому мы вплотную с ними работаем, с ним общаемся. И если что, вот есть люди, которые на кого выйти и рассказать, показать. Согласовать. Да, согласовать, как сделать. Тем временем у нас уже укладывается вторая плита. А вообще вот эти плиты, их производят и где? Откуда завозят? Махсалаллахи. А, это наше производство, Наше да? производство Махсалаллахское, Якутцемент. У них дочерняя компания есть, и рядом с ними, вот в Якутцементе, производятся вот эти плиты. Ну да, то есть... Полностью получается видно, что есть арматура, да, внутри, Да, усиление, железобетон. С 8 сторон получается, да? Со всех сторон металл, и они перевариваются друг к другу. Крест-накрест, да, внутри? Да. А одним швом, вот именно вот где стыкуется вот арматура, вот там сваривается. Сейчас дальше пройдем и посмотрим там, как он варит и соединяется между собой. Да, ну сейчас на ваших глазах мы уложили две плиты, причем первую вот эту разметку мы сделали вместе с Артуром. И сейчас давайте посмотрим на саму программу, да, программное обеспечение и что позволяет как бы рассмотреть данный прибор. То есть это как мини-компьютер, правильно? Да. Ну, это как бы Windows все равно. Да. У него есть два проекта, Перетузова и Макаренко. Ага, то есть перекресток, ну Да. то, что сейчас идут, где работы, да? Сейчас Макаренко включен. Вот у нас есть карта. Ага, вот она. Вот это у нас Макаренко, а вот это Перетузова. То есть вот этот перекресток, по нему сейчас идет работа, да? Да. И мы находимся вот здесь. Ага. Вот это получается плиты, да, зеленые. Да, плиты. А вот это красное, это что? Это будет лоток, а тут есть бордюр. Бордюр и лоток водоотведения, да? Да. Ага. На данный момент вы проложили от перекрестка, да, уже плиты? Или Да. еще дальше? Еще дальше осталось чуть-чуть. А, вот это остаток. Да. Ага. Все остальное уже сделано, да? Все сделано. Ага. Почти закончили. Ну, в основном у нас остались лотки Угу. и несколько плит. А в целом вообще вот данный проект, чтобы реализовать, да, с помощью вот, уложить плиты, сколько времени, с какого числа, вообще работаете? С какого числа? Вот с августа С августа месяца начали, да, именно работать? начали Ага. плитки ложить. Мгм. А можно ли сказать, что укладка плит, она немножко длительнее, чем укладка асфальта? Или это равно Длительнее. длительнее, да? То есть... Асфальт мы ложим 2 дня, все. Ага. Да. А плитка уже долго. Мгм. Долгий процесс. Мгм. Очень тонкая, утонченная работа. Получается, вот эту каждую плиту разметить, положить, Да, поставить, по уровню выровнять. да. Ага. Ну, в целом, это нет другого выхода, да? Получается, здесь и здесь вот везде заболоченная такая почва, которая гуляет. Да, да. В целом, если положить асфальт, грубо говоря, через сколько? Если мы вот асфальтом в этом году положили бы, да, в следующем году мы попали бы на гарантийные работы. Получается, там где-то провалится, уйдет, поэтому вот чтобы на гарантии не попасть, вот совместно решили
включить плиты. Они плиты, если вот там, где ушло, его вот почистил вот этот ямки, шов разрезал и подправил, и заново так сделал. И по гарантийным работам она будет подешевле будет получается. Ну, И то есть срок службы и для побольше. жителей это будет удобнее, чем, допустим, через год у них появятся ямы и так далее. Да, В да, целом, ну, я не знаю, я как обыватель, да, сужу, но мне кажется, плиты должны продержаться дольше, да, то есть Да. до вот такого уже состояния, когда уже нужно делать ремонт, ну, может, там года 2-3, может, пройдет, да, в такой почве. Да. И если бы мы асфальтом прошлись, бы, мы, получается, в среднем день километр ложится, а тут 400 метров. Ну вот, рассуждайте, полдня работу сделали, больше подготовки пошла бы, вот, проливка, вот, загораживание вот этого участка. Вот, самая сложность в этом участке, ну, в этих городских условиях, полностью закрыть нам невозможно, потому что вот жители живут, и им надо проезд открыть. После каждого дня мы пытаемся не загораживать вот, жителя, чтобы не беспокоить. И в ночное время нельзя работать после 6, ну, по закону нельзя шуметь. Ну, вот такие придерживаемся, поэтому вот работы бывает так чуть. Если бы мы где-то в тайге работали бы, там всю день и ночь можешь работать, 2 смены, 3 смены можешь работать, а в городе в естественных условиях невозможно так работать, получается. Но сейчас, друзья, я предлагаю пройти, сейчас уже кран, да, уезжает, пройдем на тот участок, который уже был сделан, да, и посмотрим, как именно свариваются плиты, ну и вообще какие работы проделываются. Да, друзья, ну я, наверное, как-то немного поторопился, да, сказал, что давайте пойдем, тут типа мы уже закончили, но не закончили. Сейчас у Артура в руках, видите, этот уровень, какой-то мега просто уровень строительный. Ну он сколько, метра 2, да, где-то? Да, метр 2. Где-то метра 2. И что он должен показать нам? У нас разница угла 5 сантиметров должен быть. 5 сантиметров, то есть уклон. Да, Тут уклон. можно подрегулировать так, чтобы она уже как бы учитывала этот момент, да? Да. Ага, 5 градусов. Вот. Примерно вот такой должен быть. Так что это надо поднять Ага. и чуть-чуть добавить. То есть над этой плитой еще нужно будет поработать, да, чтобы был правильный уклон. То есть она будет поднять и что-то там, Да, соответственно. да. Ну, перед сваркой мы как бы поравняемся. Ага, будет еще выравниваться. Да, да. Все, я понял. То есть, получается, я правильно понимаю, что вот эта корректировка, да, угла идет, и уровень за счет этого поднимается, да, Да. в определенную сторону, и тогда показывает. Давайте вот покажем. Промель показывает тут. Вот, смотрите. Она уровень ставишь, Мгм. она Вот сейчас я буду ее крутить, и пузырек воздуха вот здесь будет гулять. Вот смотрите. Вот настолько точный уровень. Это, можно сказать, такой уже прокачанный уровень, да? Да. Его называют трехметровой рейкой, и им можно еще проверить колейность. У него есть специальная лопатка. Вот сейчас я покажу. То есть это еще Да. не все, да? Не все. У него вот лопатка, и колейность дороги проверяется вот этим. Вот сюда вставляется, ну, где колея бывает. Ага. Например, вот тут. Вот, и вот смотрим, и 11 сантиметров. Вот 11 это 1 сантиметр получается. Ага. 10 10 миллиметров. 10 миллиметров это 1 сантиметр получается. Типа колейность так проверяется. То есть асфальт, на когда дороге, да, вроде бы асфальт, ровный, да. но на самом деле вот так можно положить тогда, получается, этот трехметровую уровень. рейку, и этот колейность проверяется. И дополнительно вот в промеле проверяется. Промель дороги получается на уклон дороги. И ну, в основном она 15 бывает всегда. 15. Дорога, она вот такая должна быть, и 15 промелей. С уклоном налево и направо. Да. А здесь с плитами уклон Плитами немножко это чуть на меньше, одну да? сторону. С плитами на одну сторону 15, и где лоток. 15. Получается, если у нас с этой стороны лоток будет устанавливаться, и вся вода должна уходить к лотку. Ага, ясно.
Понятно. Так, ну сейчас мы переходим на тот участок, который уже, ну, плиты, где уже уложены. У нас тут участок Макаренко разделен на 3 трассы. Вот, например, трасса 1 Ага. есть, со стороны Бекетова есть, Мгм. и там школа-интернат есть, вот третья. Ага. В проекте, в плане, если посмотрели, она идет вот так, дальше в Бекетово и так. Мгм. То есть делится на Да, 3 да, участка. на 3 трассы получается. И вот сейчас подходим, где сварочные работы произведены. Мгм. Стык между этими Ага. плитами. Вот И это, да? вот такие швы, она происходит в связи с тем, что дорога, она Поворачивать. поворачивает, да, сворачивает чуть-чуть. И поэтому вот такие швы есть. И мы такие швы стараемся, ну, чтобы меньше сделать. Она как будто прямая, да, а да, по факту она чуть-чуть вот так, поворотом. да, с поворотами. Ну, то есть вот это для поворота, и потом это будет заливаться. Заливаться бетоном, заливаться Ага. будет. Ага. Вот у нас там видно работает сварщик. Мгм. Вот между с вами вот как продольный, да, стык, и поперечный стык есть у него. И все это будет заливаться, ну, каждый этот участок. Мгм, мгм. У нас Так. участок есть Притузова, вот плитой тоже. Она уже полностью готова и залита вот бетоном. Уже все. Есть такой участок. Ну что, друзья, как видите, сейчас здесь на улице Макаренко работа идет полным ходом. Ту часть, которую прошла уже бригада и уложила плиты, заваривает сварщик, и затем будет заливаться бетон. В бетон успеваете, да, залить? Успеваем, ага. Бетон будет добавляться морозостойкие эти добавки, химические добавки, и будем заливать. Она минус до 20 спокойно работает. До минус 20 можно. Можно То есть спокойно люди, работать. когда говорят, ой, в холод там что-то заливают, то есть это, в принципе, Это, технологически да, нормальный технологически процесс. можно, да. Ага. Ну вот даже пример взять, вот, дома же строят, зимой заливают, и этот, они же специальными этими добавками пользуются, чтобы она быстро твердела, морозостойко долго продерживалась. Мы будем по участкам закрывать этот, ну вот от перекрестка до перекрестка будем заливать, потом на следующий день этот, потому что если движение открыть, его заляпают все. И так вот пешеходы ходят, есть опечатки всякие разные. Ясно. Ну, хотелось бы поблагодарить бригаду в вашем лице, да. Я думаю, что, несмотря на то, что, конечно, у нас жители города всегда жалуются на дороги, да, но, тем не менее, если вспомнить несколько лет назад, там, не знаю, 20 лет назад, какие дороги были, и то, что сейчас, и какие работы проводятся, я думаю, с этим никто не поспорит. Везде идет ремонт, и кладется новый асфальт ежегодно. Ну и в целом это все благодаря, в том числе, федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Поэтому, друзья, если вы видите, что ваш район начинают перекрывать, то будьте уверены, скоро здесь у вас будет хорошая, качественная дорога. Но это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. С вами был Руслан Ачиров, и мы сегодня познакомились с процессом укладки дорожных плит.